История, язык, культура, менталитет. Мнение экспертов, деятелей и заинтересованных граждан о том, что такое быть белорусом. Идентичность. Добрый день, дорогие слушатели, у микрофона Арсений Ермолович. 27 января – Международный день памяти жертв Холокоста. Он установлен резолюцией ООН в 2005. В этот день, в 1945 году, советские войска освободили концентрационный лагерь Аушвиц в польском городе Освенцим. Холокост не только еврейский сюжет. Действительно, в узком смысле он означает геноцид евреев до и во время Второй мировой войны. Но есть и более широкий смысл, потому что преследовали и уничтожали по национальным, расовым, идеологическим принципам из-за физического или психического состояния и сексуальной ориентации. Статистика приводит невероятные цифры. Холокост привел к уничтожению 60% евреев Европы и около трети еврейского населения мира, от четверти до трети цыганского народа, до 10% поляков, 3 миллиона советских военнопленных, около 9 тысяч гомосексуалов. Вероятно, эти цифры будут расти, так как до сих пор находятся свидетельства преступлений, ранее сокрытые лагеря и гетто. Ранее послевоенные оценки говорили о 7 тысячах учреждений. Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне в начале 2000-х сказал о 20 тысячах, а уже в 2013-м о 42 500 учреждениях. Холокост также не только немецкий сюжет. Известно, что идея массового уничтожения евреев и других групп населения происходит из национал-социалистической идеологии, но без пособничества в каждой отдельной стране геноцид никогда бы не состоялся. Это явление получило название коллаборационизм, и если о Холокосте сегодня говорят везде, пусть не зная деталей, то факты коллаборационизма в отдельных случаях специально замалчивают. Наконец, Холокост – сюжет не только об участниках, идеологах, исполнителях и жертвах. Геноцид происходил с молчаливого согласия большинства. Здесь можно вспомнить английского парламентария Эдмунда Бёрка. Для торжества зла необходимо только одно условие – чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Холокост – это история о том, что враг не приходит извне, а сидит в нас, и только в наших силах с ним справиться. Это история об ответственности. По случаю Дня памяти жертв Холокоста мы пообщались с сотрудником исторической мастерской имени Леонида Левина, историком Александром Долговским. Он рассказал о памяти культуры, ее современном состоянии в Беларуси и о том, почему мы должны помнить о Холокосте. Идентичность. Александр, расскажите для начала вообще, в чем была идея Холокоста, вот именно со стороны тех, кто его, были непосредственные участники, тех, кто проводил Холокост, и почему белорусские коллаборационисты этим занимались? Здесь есть несколько определений, и я начну, наверное, с сложного, потом попытаюсь это одним предложением объяснить. Но вообще Холокост такой сложный, многоэтапный процесс радикализации насилия во время Второй мировой войны по отношению к евреям или к той категории людей, которые национал-социалисты обозначали как евреи. Он включал с собой в себя огромное количество этапов, как, например, переселение, геттоизация, депортация, массовое уничтожение с помощью расстрелов или в каких-то стационарных индустриальных центрах убийств, как Аушвиц, Майданек, Треблинка. Если брать Минск, то это у нас символ Холокоста. Это, конечно, не только яма, которая долгое время была главным местом памяти о Холокосте в Минске, не только в Минске, в Беларуси, но и Малотростенец, которым формируется мемориал, который еще, к сожалению, не закончен, но были открыты ряд очередей этого мемориала. То есть, если кратко подводя итог, то это государственная политика уничтожения европейских евреев. То есть специфика и уникальность этого массового убийства заключается, что государства, национал-социалисты начали уничтожать по всей Европе, в тех странах, которых они оккупировали, начали уничтожать тотально евреев. То есть речь идет о женщинах, детях, стариках, мужчинах и так далее. И оно имело место не только в одной стране, а могло происходить, например, в Африке, и в том числе происходило у нас на территории Беларуси, где процент был тоже большое количество европейских евреев. Если, например, даже сравнивать с Германией, где процент евреев мог быть 1%, у нас был намного выше, то есть у нас было намного больше европейских евреев убитых. Хотя на территории Рейха, в принципе, на территории современной Германии не убивались, они депортировались на восток, в том числе к нам. А почему вот именно Беларусь
Беларуси появились эти коллаборационисты? Это было просто какая-то симпатия самим немцам в плане как тем, кто противостоит коммунистам, да, вот недовольство существующей властью, или это реально была ненависть именно к евреям? Как это обычно, здесь многопричинное объяснение, и если посмотреть, у нас, я не знаю, у нас кто-то занимается в Беларуси профилями убийц. Если мы говорим про коллаборационистов, то про местных убийц, то есть вы, я думаю, найдете при желании огромное количество мотивов. Банальный мотив – работа. В силу оккупации я работаю полицейским, оказываюсь у рва, стреляю, потому что это часть приказа. Испытывая какие-то расовые предубеждения или нет, мы не можем знать, но, конечно, это был набор разных мотиваций. Расизм, расовые предубеждения, могли быть простые какие-то маньяки, которые увидели возможность убивать людей. То есть я бы не говорил однопричинно, я говорил, что таких причин было много. И я вспоминаю одну историю убийства евреев рядом с моим городом, в котором я родился, с Осиповичем. Там местные, Айнзац-команда, у них не хватало персонала, они призвали полицейских Минска, и с ними был разговор, это в документах архивных сохранилось, что если они не поедут туда, то они потеряют работу. Они поехали и вместе с членами Айнзац-группы убили порядка 2000 евреев в Талике, Мариной Горке и Пуковичах. Айнзац-группа — это профессиональное убийство. Полицейские с Минска — это простые люди, которые в силу оккупации устроились куда-то работать и оказались у расстрельных рвов. И участвовали в этом. Что ими двигало? Мы можем лишь только догадываться, но я думаю, мотивы, как повторяюсь, разные были. Работа, ненависть, возможно. То, что вы обозначили касательно ненависти к Советскому Союзу, но это же была пропаганда, по сути дела. Это некоторые преступники после войны оправдывали убийства, например, погромы. Кстати, чем могут белорусы гордиться, что у нас было мало погромов, и в немецких документах зачастую преступники объясняли, что очень тяжело белорусское население привлечь к погромам, но не потом к последующему уничтожению. То есть очень трудно было организовать погромы. А вот, например, погромы в соседних наших теперешних соседних государствах часто ретроспективно участники погромов объясняли, потому что это мы преследовали евреев, потому что они были часть раньше советской репрессивного аппарата. Но если посмотреть на фотографии или документов, кого били, кого убивали, женщины, дети, старики среди них были. То есть о каких членах НКВД могла идти речь. То есть это, в принципе, пропаганда и не более того. То есть на самом деле, скажем, никакая ненависть к Советскому Союзу не может являться оправданием, например, убийства семьи еврейской во Львове, в Риге или в Вильнюсе за то, что кого-то из их членов вывезли в Сибирь. То есть это абсолютный абсурд. Это объяснение, которое не может нас удовлетворить в современном мире. Следующий вопрос у меня такой из двух частей, можно сказать, состоит. Вообще, достаточно ли сегодня памятников и мемориалов, посвященных местам массовых убийств? И, опять же, вопрос об отражении этого в массовом сознании. Даже если эти памятники, мемориалы есть, насколько они известны, насколько посещаемы в этом плане? Тоже вопрос, достаточно ли, это такой же вопрос риторический, как сказать, достаточно ли памяти у нас об этом событии? Кто-то скажет достаточно, кто-то скажет не хватает, особенно если у кого-то родственники там погибли, то им этого мало. А тот, кто удаленно от этой истории, он может сказать, да, достаточно, у нас есть Площадь Победы, Хатынь, Яма и так дальше. Мне кажется, памяти не может быть достаточно. И мне кажется, не хватает, основная проблема, не хватает индивидуальной памяти. Пример здесь, конечно, самый лучший, это такие называемые камни преткновения, где мы можем видеть конкретные фамилии, конкретных людей, что они жили здесь. А наши памятники — это зачастую круглые цифры, да. Например, Малый Тростенец, 206 500 человек. Это крупнейший лагерь смерти или место массовых уничтожений во время Великой Отечественной, Второй мировой войны на территории оккупированной Беларуси. Или Масюковщина, 80 тысяч. Несложно советских военнопленных, несложно молодежи запомнить эти цифры. Но
это имеет границы. Вы запомнили эту цифру? Ужасная, страшная цифра. А что за этой цифрой скрывается? За этой цифрой скрываются конкретные люди, которые очень похожи на нас. Школьники, студенты, которые попали на войну и погибли, возможно, не выстрелив ни одного патрона в силу каких-то обстоятельств. И если вы через эти индивидуальные истории начинаете изучать эти индивидуальные истории, вы по-другому понимаете эту трагедию. Вы находите какие-то образы людей, которые похожи на вас. Школьники такие же, как мы, были вывезены и убили в Тростене. Как такое могло произойти, да? То есть я подхожу здесь к такому важному моменту, что сам памятник, он может быть невидимым. Мы поставим его здесь, в смысле, он физически стоит, но мы привыкаем, мимо него ходим, мы знаем или не знаем, что с чем он связан. Ключевое какие-то информационные центры, которые рассказывают об этом, например. У нас главное место памяти — это музей Великой Отечественной войны. Он рассказывает в основном историю героев, подпольщиков, партизанов, которые сражались. А кто рассказывает, например, историю Холокоста? Кто рассказывает историю других забытых категорий, например, преследуемых цыган, например? Кто расскажет? Я уверен, там вы мало найдете. То есть проблема вот этих информационных центров. Это не значит, что рядом с каждым памятником должен быть такой информационный центр. Но если открыт мемориал Тростенец, и там стоят информационная доска, 3 предложения и, скажем, несколько памятников, по-разному их можно характеризовать, это недостаточно, чтобы вы приехали с школьным классом и поняли, что это за место и как надо о нем помнить. То есть новые вызовы, новые подходы, плюс какие-то дигитализация памяти, это также должно присутствовать где-то в интернете, быть видимым. То есть поэтому, скажем, одного памятника сейчас недостаточно. Где бы он ни стоял, какой он большой бы был. То есть вопрос, какая сопровождающая информация и как в этой связи работает образование в том числе по отношению к какому-то месту насилия. Таких мест насилия у нас очень много из 20 века, прежде всего. На ваш взгляд, у государства есть моральный долг заниматься сохранением и восстановлением национальной памяти? И если связать его с предыдущим вопросом, вы упомянули музей Великой Отечественной войны. Понятно, что это крупнейший центр памяти. А есть ли у государства долг поддерживать, опять же, эти маргинализированные темы, которые не связаны с подвигами советских подпольщиков? Понятно, что это важно, но есть и другие темы. Здесь однозначно, конечно, должен быть такой долг, и, в принципе, государство что-то делает в этом направлении. Это открывает новые возможности для историков, для мультипликаторов, точнее, для людей, которые занимаются педагогикой. Я имею в виду, лучший пример — это Малый Тростенец, где произошла трансформация советского места памяти в постсоветское место памяти. То есть с участием ряда политиков других стран, Германии, Австрии, был открыт новый мемориал. Да? То есть очевидно, что в данном ключе государство чувствует моральное обязательство, что прежнее место памяти, оно мало видно, оно не совсем, видно, оптимально работает. В связи с этим происходит трансформация. Да? Но таких мест проблема заключается в том, что, и это драматическая судьба Беларуси в 20 веке, что Беларусь была таким проходным местом, войска шли на восток, на запад, и параллельно там могли сжигаться деревни, могли убиваться мирное население из числа евреев, местных жителей и прочих категорий людей. Таких мест очень много, да, и Малый Тростенец, он, конечно, такой символ массового уничтожения, но если посмотреть, взять машину и проехать по Кольцевой вокруг Минска, вы таких центров найдете много, например, в Новинках, где эксперименты над психически больными людьми были, или Масюковщина, но там не было трансформации, это советское место памяти, памятник с 50-х годов, если не ошибаюсь. Куропаты — сложное место, в смысле место понятное, да, это место преступления, советское расстрельное место, и вот здесь как раз возникают вызовы. Одно дело работать с преступлениями других, а другое дело работать с преступлениями собственного государства. Это всегда любой нации больнее, да? Проще сказать, пришли они и убили нас. А другой момент, что там наши убивали наших, да, и в этом смысле это сложнее. Поэтому для государства это всегда долг, но, мне кажется, хотим мы или не хотим, мы можем
что-то, чем-то заниматься, а второе игнорировать. Но история нас догоняет. И то, что государство в прошлом году, если не ошибаюсь, в Куропатках поставило памятник, это дает надежду на интеграцию всего этого насилия в нашу культуру памяти. Потому что мы не можем делать вид, что это не произошло. Это просто нас догоняет. Чем больше мы это замалчиваем, тем больше мы пытаемся сказать, это была такая сложная история, чем больнее потом нас будут, когда дети наши спросят, а что ж там было, когда они начнут разбираться. То есть таких мест много, государство что-то делает, оно может еще больше делать. И мне кажется, есть надежда, что в 21 веке есть шанс, что сядем за какой-то круглый стол и начнем говорить по таким сложным темам, как это все могло у нас произойти и как обо всем этом говорить с молодым поколением. Потому что если мы это не сделаем, молодое поколение будет рыться в наших семейных архивах или рыться в государственных архивах, находить документы и спрашивать, что это такое было и почему оно находится рядом с свалкой, или почему там нету креста, или почему там дорогу строят и так дальше. То есть еще будет больше конфликтов с нашими последующими поколениями. Поэтому памяти недостаточно, можно делать больше и быть инклюзивным, включать различные забытые группы в эту память, потому что память не развешивается по килограммам. Если мы включим туда евреев, нет опасности, что кому-то другому останется меньше. У меня 3 последних вопроса, они больше связаны с общей темой идентичности. Как вы думаете, почему вообще нужно знать историю своей страны? Почему важно знать, что случилось здесь 100 лет назад, чтобы как-то это привнесло изменения в мое понимание того, что значит быть белорусом? Ну, я, конечно, здесь занимаюсь такой темой, связанной с массовым насилием и массовым насилием в период Второй мировой войны. Конечно, здесь зачем это все нужно знать, это такой избитый ответ, чтобы это не повторилось. Не повторилось, потому что то, что произошло у нас в 20 веке, это такие демографические катастрофы, сталинизм, Вторая мировая, Холокост в контексте Второй мировой войны или в контексте Великой Отечественной, Чернобыль. То есть это все нужно знать, чтобы понимать, как это произошло. Мы начинали говорить и упоминали коллаборационистов. И есть неудобный вопрос, как получилось, что наши там соседи убивали других соседей. Ну вот просто понять, какие механизмы были, чтобы привлечь людей убивать других людей. Легко это объяснить, приехали какие-то нацисты и сказали, их надо убивать, но тогда вопрос, а как сейчас, какие есть гарантии, что это не повторится? Какие мы механизмы выработали, чтобы не допустить это насилие? Насилие, которое никто не хочет, чтобы это повторилось. Но я уверен, во всем мире есть куча политиков, популистов, которые могут начать объяснять новые теории и могут найти по всей Европе огромное количество людей, которые скажут, да, мы сейчас будем это делать. То есть задача этой истории заключается в том, что мы должны знать и эту травматическую историю, мы должны делать выводы прежде всего о том, как мы можем противостоять эскалации насилия. Когда вы видите, что у вас происходит, нам кажется, война далеко, когда видим, что происходит в современном мире, вы видим, как она может быть близко. И момент, как это у нас работает образование, что мы делаем сами, чтобы это не повторилось. Да? Это, мне кажется, вот важный урок из истории. Как мы можем сопереживать не только себе, когда мы пострадали, а также соседи, которые исчезли у нас с соседних дворов. То есть вот это сопереживание, сострадание, то есть, по сути дела, интеграция вот этих всех опытов в нашу историю с целью недопущения повторения в каком-либо виде. Нужно помнить не только достижения, но и черная сторона. Однозначно, потому что на позитиве вы не выстроите всю свою историю. Да? Так или иначе, вам когда-нибудь придут дети или кто-то придет и спросит, а что это было, почему я еду по Кольцевой Минска и вижу кресты, почему я вижу так называемый лес имен, почему я вижу лес крестов, почему экспериментировали над психическими больными, почему солдат военнопленные умирали от голода, от холода. Если у нас не будут на это вопросы, значит, мы не научились ничего с историей, в принципе. То есть это ужасные уроки, но мне кажется, вот этот весь ужас, он подталкивает нас по-особому, скажем, заниматься образованием, чтобы это не повторилось, опять же. Ну и последний вопрос, мы его задаем всем гостям передачи «Идентичность». Лично для вас, что такое быть белорусом? Это на самом деле очень сложный вопрос, и я не совсем хотел бы на него, я его себе никогда не ставил, но для меня есть такие пару категорий, которые, мне кажется, не то, что должен там каждый белорус ими обладать, но мы должны стремиться к созданию такого на практике толерантного общества, диалогового общества, там, где уважали права человека, были гражданско активные люди, солидарные
в сложных обстоятельствах с какой-то инклюзивной диалоговой культурой памяти. То есть мы не будем обсуждать, о ком мы будем помнить в 20 веке, о белорусах, сожженных в Хатыне, или о евреях, расстрелянных перед ямой в Бронной горе. А мы говорим, это все были наши люди, которых нацисты хотели сделать чужими и полностью истребить. Нет, мы помним о всех, мы уважаем эти все жертвы. Мы научились этого, что на основе этих преступлений мы делаем выводы о ценности человеческой жизни, о правах человека, о том, что каждый человек или каждая жертва достойна памяти. То есть это, наверное, такой главный, то, что в 2005 году в Евросоюзе был принято такое единогласное решение о том, что Холокост является уникальным событием на европейском континенте, то, что отчасти оспаривается отдельными национальными государствами, потому что свои страдания ближе. Я хотел бы, чтобы именно вот на примере Холокоста в том числе видели как такое уникальное событие, где в Европе многие люди объединились. И у меня на всю жизнь запомнилась такая фраза, где одна еврейская семья говорит: нам некуда ехать, нас не берут туда, нас здесь депортируют, мы не можем выехать и так дальше. То есть мы быть настоящим, или, скажем, стремиться мы можем в нашей стране к людям, где можно было спастись от войны, где можно было избежать каких-то практик насилия, где можно было вести диалоги с друг другом о сложной истории и планировать совместное комфортное будущее, где мы будем уверены, что мы будем помнить о всех и о нас в том числе. Таким образом, мы не только заботимся о памяти соседей, мы заботимся, что и нам будет или нашим детям будет комфортно жить в таком государстве. Большое спасибо за беседу, Александр. Идентичность. Передачу можно послушать в любое время на YouTube-канале «Культурная панорама Радио Беларусь» в плейлисте «Идентичность». Там также можно будет найти полное интервью. С вами был Арсений Ермолович. До встречи через неделю. Идентичность.